В Абхазии накаляется политическая обстановка на фоне выборов президента. Все чаще в новостях появляются криминальные сводки о бесчинствах местных бандитов. Есть подозрение, что главарь группировки находится под покровительством одного из участников предвыборной гонки. На счету авторитета уже есть эпизоды с похищениями, вымогательствами, нападениями и расправами. Будучи фигурантом уголовного дела, он продолжает свою противозаконную деятельность. Из эпицентра событий репортаж Ярослава Богота. У них есть там одна элита, вторая, третья. Вот они между собой не договорятся. Если все устаканится хорошо, все начнут покупать. Пожалуй, впервые, отвечая на вопрос, где бюджетно отдохнуть на черном, сотрудники турагентств отговаривают от поездки в Абхазию. Я не буду вас уговаривать на Абхазию, сразу скажу, у нас как-то оно такое смутное немножко направление. Неприятные ситуации, они возможны. Любимая всеми страна души всегда была не только идеальным вариантом для отдыха многих туристов, но еще и прекрасной возможностью залечь на дно для тех, кто в сторону моря уходит по причинам совсем не связанным с отпуском. Речь о криминалитете, который смело начал о себе заявлять, никого не боясь. Горящие туры с возможностью нарваться на горячие головы или попасть под шальную пулю туристов не прельщают. Вот, например, кадры похищения человека. Вооруженные люди блокируют нужную им машину. На водителей и пассажиров, которые оттуда вышли, направляют ствол автомата. Все это средь бела дня, прямо на оживленной АЗС. При свидетелях и под объективами камер. Налетчики настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не прячут лица. В этом высунувшемся из люка микроавтобуса мужчине очевидцы узнали Адамыра Пачалия, известного в криминальных кругах как Пачаха. В Абхазии считают таким авторитетным бизнесменом, наверное, даже авторитетным безработным. При этом он очень дерзкий, очень такой вот, знаешь, идет на конфликты, легко идет на конфликты с правоохранительными органами. То есть не боится, чувствует за спиной серьезную поддержку. Вот участвовал в различных преступлениях, но ни за одно пока еще не понес ответственности. Своих пленников, среди которых был российский гражданин, люди Пачахи увезли в неизвестном направлении, чтобы запугать, а затем вернуть некий долг в размере 5 миллионов рублей. На тот момент авторитетный безработный уже находился в международном розыске за другое преступление – нападение на полицейских. С целью скрыться применил в отношении преследовавшего его капитана милиции насилие путем производства 2 выстрелов под ноги, последнего из находившегося при нем незаконно и носимого огнестрельного оружия. Безнаказанность Адамыра Пачалия связывают с покровительством в высоких эшелонах руководства республики, а именно Садгуром Ардзинбе, чьим двоюродным братом он является, хотя сам политик связь с криминалом всячески отрицает. Криминал должен быть равноудален от власти. Вот кто бы ни был, пускай будет мой родной брат, которых у меня нет, у меня 2 сестры младшие, никаких преференций, если он собирается заниматься криминальными делами, иметь не будет. Но уголовное дело не мешает родственнику Ардзинбе свободно перемещаться по территории Абхазии и даже путешествовать за границу. Вот он в Европе, в футболке национальной грузинской сборной, наблюдает за матчем. Рядом известный грузинский вор в законе Тариел Аниани, известный как Таро. Эксперты считают, что через Пачаху грузинские криминальные авторитеты пытаются установить свой контроль в абхазском преступном мире. Тот факт, что Сухум кровью заплатил за свою независимость и даже после боевых действий в напряженных отношениях с Грузией воров в законе никогда не смущал. Руками этого Пачахи можно делать все, что угодно. Знаете, и можно и криминалитет весь на себя вытянуть, и что-то им пообещать через него. У них все направлено на криминальный бизнес. Понимаете? И неважно, кто он, грузин, там он или абхазец, или он армянин, абсолютно ни роли не играет. Здесь главное, чтобы общее дело делалось. В первую очередь, конечно, им важно личное благополучие и возможность спокойно жить и существовать, и при этом зарабатывать серьезные деньги. Но для этого нужно, конечно, иметь своих людей во власти. Что понимается под общим делом, понятно. Вымогательство, мошенничество, грабежи, крышевание теневого бизнеса, даже убийство. Это Анрик Ханба, также из команды Пачалии. Тоже размахивал оружием на глазах людей. В федеральном розыске с 2008-го воровал, занимался разбоем. В 2013 году в составе ОПГ расстрелял водителя «Газели» ради 90 тысяч рублей. Приговорен по совокупности преступлений к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества, без штрафа. И Пачаха, и его приближенные были замечены еще и во время беспорядков в ноябре 2024-го в Сухуми, что привело к внеочередным выборам президента. Пачалия лично штурмовал правительственные здания, действуя так же дерзко и уверенно и безнаказанно, как при похищении человека с АЗС. Кому принадлежит данный автомат?
Сам Пачалия продолжает находиться на свободе, пока задержан лишь один из участников того нападения – Марлен Малия. Помимо оружия, сотрудники милиции республики обнаружили у него несколько видов наркотиков, незаменимого атрибута разгулявшегося воровского мира, и одной из причин, по которой туроператоры стали на всякий случай предупреждать туристов о стрельбе или похищениях в стране души. Ярослав Богат, Юлия Соколова, экстренный вызов.